Этот малыш пополнил демографические показатели в регионе и уже определил свое будущее, так как родился в начале года. Именно такая семья и может рассчитывать на поддержку государства в виде материнского капитала при рождении первенца. Государственная дума единогласно приняла его в третьем и окончательном чтении. А это значит, что увеличена сумма мат-капитала на второго и последующих детей. А сама программа будет действовать до 2026 года. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что это один из самых важных социальных законов, направленных на поддержку семей. Коллеги, поздравляю. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что данный законопроект мы принимаем на основе поручений, которые были даны президентом, его законодательных инициатив и послания. Речь идет о поддержке наших семей. С новыми инициативами поддержки семьи Владимир Путин выступал в январе в своем послании Федеральному собранию. Депутаты оперативно подготовили поправки в закон, чтобы реализовать президентские идеи. Глава государства считает, что необходимо поддержать семьи, которые мечтают о детях, но не могут решиться в силу отсутствия финансовых возможностей. Страдает в этом случае не только семья, но и страна в целом, ведь падает коэффициент рождаемости и демографии. Мы должны работать по всем направлениям поддержки семьи. Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми. Вы это хорошо знаете. Часто даже когда работают не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Какие решения мы уже приняли? При рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. Говоря в общем о поддержке, рассказываем, что изменилось в законе. Во-первых, увеличен размер материнского капитала на первого ребенка, который родился с 1 января этого года. Так сумма составит 466 617 рублей. При рождении в такой семье второго ребенка мат-капитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей. Также, согласно изменениям, если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года, сумма составит 466 616 рублей. На получение материнского капитала может рассчитывать и Зарема Гагиева. В этом году женщина родила первенца. Молодая мама уверена, теперь станет легче планировать будущее ребенка, ведь поддержка государства впечатляет. Для меня это, конечно, очень хорошая помощь. Я думаю, не одна так, я думаю. Документов достаточно много собирать, но оно того стоит. Конечно, наверное, как и все мамы нашей республики, я рада этому событию. Очень хорошая дополнительная помощь и для работающих, и для неработающих. Так что только одни положительные эмоции и отзывы. Помимо прочего, согласно новым изменениям в законе, материнский капитал ежегодно будет индексироваться. Претендовать на получение средств на первенца может и отец, если он является единственным усыновителем ребенка. Также получить материнский капитал можно быстрее. Пенсионный фонд России примет решение о выдаче сертификата в течение 5 рабочих дней вместо 15. Законопроект поддержан всей Государственной Думой, а это значит, что после подписания Советом Федерации он уже вступает в силу 26 февраля. Открывают дополнительные финансовые возможности семьям. Рина Сычоева, Новости 24.